Добрый вечер, друзья! Я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Как обычно мы всегда так говорим, мы находимся в гастростудии уютной ресторана «Мусхая» в гостях у нашего друга Семена Тарбакова. Семен, приветствую! И к нам сегодня пришел в гости мой старый давний знакомый и хороший друг Олег Маклашов. Привет, Олег! Привет, Петр! Олег, здрасте. Член Общероссийского народного фронта. Представительство в городе Якутске, российского, республиканского. Да. Так, спасибо, что ты пришел к нам в гости, первое, всегда забываю это сказать. А второе, все-таки передача у нас немножко с кулинарным уклоном, кулинарное ток-шоу мы его называем. С чем ты к нам пришел, что мы будем сегодня готовить? Здрасте, спасибо, что пригласили, да? Обраточка сразу должна быть. Принес я сегодня форель. Форель – это рыба, ну, царская, да, как говорят. Можно было сказать, форель – это рыба. Форель – это рыба. Все, на этом закончили, да. Да. Форель живая. Была, часа не прошло еще, как она плавала. Это наш местный продукт, выращенный нашим местным фермером. Здесь в городе немножко рекламу не помешает, да? Почему нет? Да. Потому что, ну, свежую рыбу испортить невозможно, и форель, это как, маленько перефразируем классика, любое платье ей пойдет. То есть с любыми блюдами, с любыми добавками, гарнирами, ингредиентами можно экспериментировать бесконечно. И форель такая рыба, то что она с любым гарниром, с любыми фантазиями приготавливающих пойдет. Вот я принес две рыбки. Реально, из-за того, что с ней можно делать все, что угодно, я хотел спросить у супер нашего профессионала. Семена, да, позаветоваться, да? Да, что мы можем с ней сделать? То есть можно ее жарить, можно тушить, можно запечь. Просто в духовку положить. Да, просто в духовку солью посыпать. Вот. Что мы можем сделать на этой кухне? Ну так, ну, во-первых, скажу, что рыба прям отличная, как говорится, наисвежайшего вида. Да. Так, ну мы сделаем по классическому варианту. Мы ее запечем так, с добавлением лимона, лайма, также тимьяна. По классике. Как говорится, просто и вкусно. Просто вкусно, как передача. Да, но, как говорится, пластовать будешь ты ее сам. Да. Давайте взглянем на рыбу, посмотрим. Как отличить хорошую рыбу? Первое по запаху, да? Ну, если прям свежие, конечно, да. Блогеров все говорили, что по глазам, туда-сюда, по жабрам. Но тут спорить-то нечего, она прям наисвежайшего вида, как говорится. Да. Покажи на камеру, да, действительно, какого она это. Это, Олег, ты сказал, в технопарке, да? Да, это технопарк Якутия. Есть такое предприятие «Ленская рыба». Вот они, ну, почти год уже как выращивают там форель. Вот этой рыбки возраст, сколько, 9 месяцев где-то. Да, то есть она за 9 месяцев выросла вот до товарного вида. Ну, она товарный вид уже достигла. Она больше, собственно, и не это. Нет, она будет расти, если ее кормить, она будет дальше расти. Не, ну таких, конечно, акул не бывает. Но 2 килограмм она достигнет спокойно. То есть, может быть, рыба 2-килограммовая. Это где-то грамм 500. Да, это где-то 500 грамм. Да, 500 грамм. Ну, 2 рыбки как раз около килограмма выходит. Смотрите, какая она красивая. Нет, красавица просто. Да. На этом закончим, да? Можно не готовить. Да. Можно начинать есть. Так, ну что ж, давай поменяемся местами. Проходи. Смотри, мы не будем ее... Чешую не будем сбивать. Она легко счистится, что она свежая. Можно слегка пройтись изначально, потом тряпочкой. С чешуйкой. Да, что? Потом... У нее не такая сильная чешуя, как говорится. Да. И потом вы мне ее можете дать, и я там чуть-чуть промою все. На самом деле, когда покупают замороженную форель, да, ну или того же ленка ловят в горных реках, хариуса, его, ну, не обрабатывают, не снимают чешую. Замороженную точно не снимают, потому что она не снимется, готовят с чешуей. А со свежей она вот абсолютно легко сходит. Вот пару движений, как говорится. Раз, и все. И чешую можно нет. промыть. Да, чуть-чуть ее можно помыть. Петр, это... Да, давай, вам. я беру, вы пока разговариваете, все, что вы делаете. Так, и еще хотел спросить, да, откуда пришла тебе идея взять именно эту рыбу? Ну, вообще. Я рыбак-охотник. Да? Да. Поэтому... А больше?
Больше, чем рыбак-охотник? Нет, ну больше что, рыбак или же охотник? А по этому поводу больше рыбак или больше охотник, каждый охотник это рыбак, но не каждый рыбак это охотник. Поэтому если рыбак и охотник, то значит охотник, потом уже рыбак. Отлично. Так. Да. А в наших условиях, в нашей среде жить и не жить природой, это, мне кажется, прям, противоестественно. Если мы здесь живем, если вокруг нас есть такая природа, которую нужно сохранять, и ленская рыба помогает в этом. То есть мы бы сейчас, может, выловили бы какую-то рыбу из нашей речки и ели бы ее. А здесь мы взяли рыбу, которая выращена искусственным способом, сохраняем местную рыбу, Давай лучше тряпочки. кушая не менее вкусную, выращенную. Слушай, Олег, зрителям наверняка интересно, да? Немножко расскажи о себе, в процессе. Да. Откуда родом? Вообще я парень не местный. Не местный? Да, не местный. Родился я не здесь. Родился я в городе Биробиджане, еврейская автономная область. Ну, недалеко отсюда. Да, недалеко. Мы на той доске будем, да, разделать? Да. Недалеко. Я дальневосточник, то есть все тягости, или, как правильно сказать, удовольствие проживания на Дальнем Востоке мне знакомы. Я с детства и рыбалкой, и охотой, точно так же с родителями, с дядькой ездил. Понимаю, знаю, как выжить в тайге, как разделать быстро рыбу. Ну вот, в принципе, рыба и разделана. Да? Вот надо было, кстати, давай, когда будешь второй разделать, это раз. Мастер-класс, да? Более-менее. Да, ведро. Чуть медленнее сделать, как Медленнее чем и обычно более, ты это делаешь. говорится, Да, Но я медленнее делал, Да. Да. чем обычно. В лесу быстрее, да? Да, конечно. Ага. Интересно. А может не будем? Или будем? Но если хребет, то нужно со спины раскрывать. Ну, у нас есть вторая рыба, давай сделаем так и так. Так и так. Не будем. Хорошо, хребет доставать с этой. Хорошо. Ладно, давай со второй. Со второй. Хребет Сверху заходит. Ладно, давай, да. Это мы разделали классическим способом, да, то есть, Убрали брюк. да, убрали брюхо. Ну, Внутри. мы ее же промоем еще, да? Да, промоем. Протирать я ее не Ты буду. мне дашь ее? Да. Я промою. Есть теория, то, что рыбу не нужно мыть, да, не нужно делать что-то с ней. Слишком много с водой не Да, соприкасаться. да. Ну, я на самом деле, сколько ел, сколько... мне кажется, это исключительно какие-то предрассудки, что ли. Ну, отдельных карасей, людей. да, считается, что воду часто не класть, тряпкой промыть, да. чтобы для жарки, чтобы этих брызг не было, да, с маслом тогда. Ну, а так как мы вот. запекаем, мне кажется, ничего Мне страшного. тоже То есть кажется, от крови да. отмыть. Да, чем лучше промоешь, тем будет красивее блюдо. Хорошо, Так, давай я. эту мы классически сделали, да, мы достали ей жабры. Ну, с рыбы нужно доставать жабры. Да. Единственное, что я считаю правильным, это нужно доставать всегда жабры и доставать Спинной кровь, да. чтобы не портить вкус. Все, она у нас готова. Эту мы разделаем с хребта для того, чтобы достать, Филейный можно взять, а я пока промою это. чтобы у нас получилось филе. Но при этом при всем форель, она при готовке очень мало костей и очень легко отходит мясо от кости. Поэтому мы сделаем филе для того, чтобы у нас была картинка красивой рыбки. А между тем я ее промыл. Твой надо забраковать. Забраковали? Да. Ну ладно. Бывает. Но эта рыба, если филе, мы будем без головы ее Без делать. головы. Да. И жабры заодно уйдут. Всё. Да. Вместе с головой уйдут. Такие остатки можно оставить на углу. Да, Да. это абсолютно верно. В домашних условиях, так что Можно не в домашних. можно и в домашних. Это получается, ты идешь с верхней части хребта, Да. как раз все кости. Кости, плавники, все остальное остается у нас за. С тушкой. Получается филе.
Да, у нас получается исключительно филе. Костей здесь минимальное количество, поэтому мы легко это все уберем. Ну и потроха, соответственно, все сразу уйдет. Ну и вот, в принципе, то, что у нас может пойти на уху. И у нас остается вот такая чистая вот чуть-чуть ее сполоснуть. Да, чуть-чуть сполоснуть, и все красота. Давай мы ее положим в тазик. Да. Плохой пример подавать не буду. Согласен. Так, это мы убираем? Да, можно убрать. Не, ну рыба просто шикардосина. Так. Надо через телекамеры передать спасибо производителям, да. Производителям, то есть, те, которые вот занимаются. Филе, мы с ними сейчас все, что хотим, делаем. А вот у нас рыбка, которая также розовенькая, шикарная, готова к приготовлению. Мы что делаем? Мастер-шеф, без тебя ничего так, не будем. Ты хотел ее запечь, да? Да, давай мы ее запекем. Запечем. Хорошо. Так. Поэтому вот эту вот мы можем вообще филейкой, если у нас получилось, ее пожарить. Пожарить на сковороде? Прям на сковороде, прям с панировочкой сделать, чтобы она получилась одну, такой, а вторую запечь. А вторую запечь, да. Я, между прочим, духовку подключил пока. Хорошо, молодец. На рыбу. Неоценимая помощь. Я верил. Хоть что-то сделаю. Я верил в тебя. Так, ну давай мы подготовим тогда ингредиенты. Что нам нужно, да? Да, сейчас, секунду. Давай. Олег, ты же все-таки связан немножко с предпринимательством, ну или даже немножко, да? Но очень активно занимаешься общественной деятельностью. Да. Зачем и что тебе дает это? На самом деле, что дает, наверное, ничего. Невозможно на этот вопрос, что дает. Наверное, спокойствие в душе какое-то. Почему? Потому что самая большая проблема сегодняшнего времени – это равнодушие. Это вот бич современного общества — равнодушие. То есть любая новость — это новость там 3 дня, да, там. Через 3 дня ее забывают. Да. То есть, что бы то ни было. Да, что бы это вот, да, самое страшное, что бы то ни было, она забывается через 3 дня. И в обыденном жизненном потоке стираются все грани. И поэтому, когда мы видим на дороге, едем там, видим что-то плохо, да, там, либо где-то в очереди стоим, где-то либо не дают, медикаменты какие-то там, не знаю, плохое образование или еще что-то, мы масса, да, людская, можем просто промолчать, подождать, пройти мимо, да. Как бы позиция «моя хата с краю». Да, и вот это вот равнодушие, оно бич современного общества. Я, по всей видимости, не такой человек. Я не могу просто находиться где-то в стороне, не могу молчать. Если я вижу, что это плохо, я говорю. Я говорю всем, говорю открыто в глаза. Многие меня за это, наверное, не любят, за то, что я открыто говорю в глаза и нелицеприятные вещи. Но правда, она такая вещь, ее не спрячешь. То есть почему в Общероссийском народном фронте, да, это повестка вообще Общероссийского народного фронта, все национальные проекты, это проекты, которые должны двигать Россию, развивать какие-то большие объемы информации перевариваться, для людей большое количество делаться полезных вещей, но зачастую это буксует. То есть, допустим, возьмем тот же самый пример ремонт дорог, да, что в Якутске, что в республике. Одна из двух бед, которые у нас в России. Да. Одну мы сказали, вторую вспомнили, да? Вот. В рамках безопасной и качественной дороги, БКД так называемых, да, мы ведем мониторинг. Как минимум 2 раза в неделю мы проезжаем по дорогам. Все, наверное, видели ОНФ, подписаны Инстаграм, там, и по другим тоже ходят. Это вот тот гнусавый голос, который говорит: это не так, это я. Вот. И неравнодушие, оно вот заставляет не только меня успокаивается в части именно того, что мы будем жить лучше, наши дети жить здесь будут лучше, но и в том, что для России, для развития государства это полезно и это должно быть. То есть, допустим, мы с Общероссийским народным фронтом, то есть заставляли, перекладывали сотни метров асфальта, потому что он уложен не по нормативу. Мы заставляли там километрами перекладывать бордюр, потому что он стоит не по нормативу.
То есть, ну, огромное количество работы, которую мы проводим в рамках мониторинга, оно отдается пользой. То есть дороги становятся лучше, там, ну и так далее, так далее, так далее. Вот ответ на то, что дает общественная работа, ну вот она дает, наверное, спокойствие в душе, потому что я не могу равнодушно смотреть на что-то, на несправедливость и быть безучастным. Ну, вот как-то так. А по предпринимательству Координационный совет, то есть это мы вот это каждый человек, да, город Якутск, да, Координационный совет, я сопредседатель. Ты сопредседатель. Да, я сопредседатель. Председателем является, потому что при главе города Якутска, это глава города Якутска председатель, я сопредседатель его. И большое количество уважаемых предпринимателей находится в данном Координационном совете, крупных. Ты упомянул, что больше там 35-37 человек. Да. И это не только крупники, но и мелкий бизнес, из которого состоит по факту наша жизнь. То есть не знаю, начиная от парка культуры и отдыха, заканчивая оптовыми базами, услугами транспортными и так далее, там все представлены в Координационном совете, и весь спектр, как бы касающийся развития города, это не секрет, да, то есть у нас практически треть бюджета города состоит за счет доходов, отчисляемых предпринимателями, да. Ну вот задействован в Координационном совете, и все сферы жизни, деятельности там занимаются, опять же, мы в этом всем участвуем. Ладно, продолжим. Хорошо, продолжим. Продолжим теперь кулинарии. Да. У нас вот так волнами идет. Что нужно? Лайм ты принес? Лимон? Да, лайм, лимон. Давай. Я предлагаю с лаймом пожарить, с лимоном запечь. Угу. Даже? Ну, я не знаю. Черный перец, соль. Черный перец. Соль. Соль, все есть. Да. Зеленый лук. В запекание мы вовнутрь положим. Зеленый лук, ну, немножко зелени есть еще, видимо, для сервировки или для украшения. Нет, мы зеленый лук вовнутрь положим, вот корешки, и петрушечки туда положим. Соевый соус есть, масло есть. Соевый соус мы, наверное, пожарим соевым соусом, чуть-чуть сдобрим. Да? Нет? Нет, добавим в конце. Ну, я покажу. Температуру сколько, Семен, ставить? Тут так, автоматом стоит 240, да? Ну, нет, 200. 200, да. Ну, чтобы я побольше поставил, чтобы она нагрелась. Быстрее прогрелась. Быстрее, да. Нет, 180 максимум. 180. Ну, да. Шефу видней. Да. Тем более, это его духовка. Да, даже никто и не спорит. Так, давайте мы продолжим. Мы немножко... Ты сполосни вот эти. Так, хорошо. Так, мы это добавим для запекания сюда. Также мы тоже будем на пергаменте обжаривать. Ничего не вот так будет. А мы будем гарнир делать из перца? Перца, да, сделаем. Перцы еще у нас есть. Мы тоже его подготовим. Давайте я разделаю его тоже, сердцевинку. Или мы так его будем делать, без сердцевинки? Мы на четвертинки вырежем? Да. Так. Так, или все-таки мы сейчас сделаем. Давай эту рыбу сюда пока. Мы сделаем так. Пока это сюда положим. Похоже на землянику, но, кажется, нет. Это мята. Я знаю. Это я говорю. Хорошо, что ты в травах разбираешься. Да-да-да. Вкусняшка. Так, мы сильно не будем зеленые добавлять. Да-да-да, вот. Мы их, смотри, вот так слегка отобьем. Все. И все. Так, получается, вот наша рыба для запекания, да? Давай, может, мы ее чуть-чуть добьем вот так. Да, до конца. У нас чтобы раскрытие. Так. Давай это пока положи сюда. Мы рыбу смажем маслицем. Маслом. Так. Вот так. С любовью растерем. Да. Немножко тоже сюда добавим. И вот так. Просто. Просто. Затем. Раскрою ее немного. Ну, вот так. Да. Да, мы ее... Нежно. Соли. Все. И сверху.
побольше. Перевернуть. На самом деле солью можно не бояться. Да. В любом случае не пересолишь. Если сверху рыбу солишь, то ну, шкура пустит столько, сколько нужно ровно. Раскрой, пожалуйста. Раскрыть. Это душистый же перец, да? Да. Нет, это молотый горошек. Точнее, перец горошком. Горошком, который мы намололи. Да. Который с нашего огорода. Возможно. Все, отлично. Также мы вкладываем сюда и одну сюда. Внутрь ее сильно не будем пихать. Но мы зато добавим свежий тимьян прямо сюда, у хребта. Затем для запаха мы выложим немножко розмарина. И добавим... Кулинарную книжку напоминает. Второе, правило кухни. Знаешь же какое, да? Не захлебнуться слюной, пока готовишь. В предвкушении. Мы выложим ее вот так и немножко здесь. Ну, такую красоту сделать, да? Да. А это, по-моему, И я хочу все-таки от себя немножко вот так для себя. Добавим. Отрезать можно. Как говорится, Душистая мята. мы ее слегка добавим. Сильно тоже внутрь не будем. Мяты. Чуть-чуть. Все. У нас рыба готова для запекания. Можно ее... А и духовка 180 уже нагрета. Все видно? Отлично. Так, мы можем ее пока отложить, потому что мы это будем готовить гораздо быстрее. Да, это у нас... это вообще на чуть-чуть же, да? 15 минут. Так, получается, мы берем нашу форель, укладываем ее ниже, точнее филе. Также мы ее перчим. И мы пожарим еще перцы. На горнячек. Да. Вот там есть у нас гриль. Ага. Сковородка. Да, мы ее на квадратный или на круглый мы пожарим? Нет, гриль. Квадратный. Вот это? Видите, мы ее посолили, поперчили, не боимся. Тяжеловато. Мы ее прям чуть-чуть так втерем, как говорится, подобьем. И немножко, мы ее сильно тоже солить не будем, так говорится, чтобы не пересушить. И немножко слегка поперчим. Мы панировать чуть-чуть ее будем чем-нибудь? Или мукой? Нет, вообще я хочу, чтобы она была настоящей. Ага. Сама по себе. Лимончиком польем? Нет, я думал, пока мы ждем, она напитается, да? напитается. И все. Шикарненько. Давай лайм. Мы ее вот так прикроем. Все, она сейчас впитает. Еще лаймика туда накидаем или нет? Или хватит? Давай еще пару. Лайма много. Накидайте. Кидайте. Сейчас она, да. Питает? Ой, я слюной прямо схожу, не могу. Да, действительно. Положи, пожалуйста. Так, затем вот это мы подготовим, уберем. Я буду повторять. Это лишнее. Для гриля ты подготавливаешь. Ну, Олега тоже неплохо получается, смотри. Вроде, ага. Вроде почти как у шефа. Так, не обижай. А? Так, не обижай, говорю, меня. Почему почти как? Почти как, да. Так. У нас это готово. Тут у нас перец лежал, да? Или рыбу? Можешь сполоснуть? Давай. Там рыба была, перец так был, ага. Это я сюда уберу, ладно, пока? Да. Да. Так, мы сюда добавим перец. Открой, пожалуйста, соевый. Мы тоже слегка ее доперчим. Перчик. Давай. Ага. Мы что-то... Ну все, в принципе, туда ничего добавлять не надо. Маслица чуть польем? Да. Масло? Буквально каплю. Да, чуть-чуть. Капелюшечку. Вот. Шикарно. Ты можешь это пока помять немножко слегка. Жульковать. Так, и передай масло еще раз, пожалуйста. Масло? Вот. Мы немножко каплю сюда. Вот, берем. И
Пару капель сюда. Да? Тут вообще... И еще не готово, а уже кажется вкусно. Да, уже как бы это, да, запахи пошли. Камера не передает, но просто это... Да, нужно почаще говорить, то, что выглядит вкусно, запахи безумно вкусные. Ай-яй-яй-яй. Дальше. Ай-яй-яй. Нужно переднички Вот мне еще нужны давать. травы. Слюнки Травы. вытирать. Да, вот эти. Так. Мы прямо сюда выложиваем тимьян. Прямо так. Прямо так. Она будет давать свои запахи. И розмарин. И мяту. Так, и закладываем нашу рыбу в духовку. Да. Засекаем время. Все будет готовиться у нас параллельно. Одновременно все будет готово. Да. Так. Лимончика. Мы с лимонным соком сделаем соус. Как можешь, как хочешь. Ага. На твое усмотрение. Слушай, я хочу перемежать такие вопросы, да, от несерьезного к серьезному. Сейчас серьезный вопрос. Ага. Внимательно. Сейчас серьезный вопрос. Все-таки ты вот член, сопредседатель Координационного совета же, да, по предпринимательству. Да. Сейчас действительно очень непростые, скажем так, времена для предпринимателей, да. Что бы ты, на твой взгляд, посоветовал бы предпринимателям, чтобы, ну, скажем так, остаться на плаву в таких наших суровых реалиях? На самом деле времена суровые, да, но они суровые кажутся только лишь по той простой причине, что разгоняется паника какая-то, да. То есть вот все плохо, Да. вот эта информационная война там. И, возможно, еще будет хуже. Да, и еще что-то. Нужно вот эти мысли просто закрыть. Мгм. Почему? Потому что пытаться найти какой-то путь, алгоритм решения здесь, сейчас, его, ну, фактически невозможно, да? Читать и поддаваться панике – это абсолютно неправильно, потому что теряется истинная картинка. Мы теряем желание жить здесь и сейчас. То есть нужно жить здесь и сейчас, и будет все хорошо. С предпринимательским сообществом мы работаем очень активно, имеется в виду мы, предпринимательское сообщество работает активно, очень с министерствами, с правительством, с окружной администрацией. Огромное количество на самом деле ведется переговоров, встреч по ценовой политике, рассматриваются всевозможные меры поддержки. И на сегодняшний момент, если... Со стороны государства. Да, со стороны государства, со стороны города, самое главное, слышит предпринимательство. К предпринимательству не относятся как, не хочу говорить это слово, да, там, ну, перекупы назовем это, да, там, или еще как-то, то есть негативного нет восприятия к предпринимательству, потому что предприниматели это то население, тот пласт населения, который горит, который своими идеями создает и меняет жизнь к лучшему. Это сегодня факт. Вот, да, существующая вот эта вот какая-то, ну, непонятная паника, она нивелируется как раз-таки стабильной работой предпринимательства. То есть у нас в городе есть всего в предостаточном количестве. Наш город обеспечен, ну, как минимум месяца на 3-4 продуктами питания, ну, как и всегда. То есть у нас нет никаких возможных перебоев товара, поставки там. Единственное, что по логистике, ну, логистика, она связана у нас, как всегда, с переправой, да, с рекой. То есть мы 3-4 месяца в году живем на острове. То есть на самом деле вот вопрос в тяжелой обстановке, я считаю, то, что не надо думать, что какая-то тяжелая обстановка. Да, у нас на внешнем политическом фронте тяжело обстоят дела с нашими партнерами. Да, ведется специальная операция, да, но она, специальная операция, направлена на будущее, на улучшение нашей жизни, на улучшение геополитической обстановки во всем мире, да, то есть много очень государств и людей поддерживает это. Ну, нам нужно просто жить, наше государство ведет правильную политику, и нам необходимо просто жить и не поддаваться какой-то панике и пытаться, не знаю, там, скажем так, мы на рынке существуем как бы все из добропорядочных, равноправных отношений, но, возможно, есть нерадивые какие-нибудь предприниматели, которые захотят наживиться, да? Ну, чтобы вот этого не было, ну, на самом деле мы на территории города Якутска и республики, потому что по всей республике мониторинг ведется, не только Общероссийским народным фронтом, но и Министерством предпринимательства, и комитетами на местах, там, ну, много кто этим занимается, и фактически не выявлено каких-то перекосов, не выявлено моментов злоупотребления ситуацией, то есть, ну, все хорошо, на самом деле. Если вопрос
для людей, что им делать, жить, наслаждаться моментом. Скоро весна, готовится к саду, огороду. Давайте соус заканчивать, так как давайте соус заканчивать. Давайте по местами, я вот сюда. Так, соус. Нужно... Олег, ты туда, а я Мы сюда. сметанный сделаем. Ой, что-то у меня Давай сделаем. слюни бегут. Сюда. Ложечку дай, пожалуйста. Ложечку. Это мы закинем сейчас пару ложечек сметанки. Да? Да, наверное, еще одну кинем. Перемешаем. Сейчас. Солим. Солим и перчим. Добавим. Перчика добавим. Такая зеленая жижица у нас получается. Да. А для рыбки? Это мы туда будем макать все, что нам хочется. Сейчас мы лимонного сока пару ложечек сделаем. Олег, слушай, ты еще же общественный экологический инспектор. Это да. У меня за номером 1 выдано удостоверение общественного инспектора-эколога. Да. Я являюсь общественным... Министерство охраны природы. Да. Удостоверение номер 001. Это 3 года уже, как, наверное, прошло. Да, 3-4 год идет. Общероссийский народный фронт, опять же таки, инициировал создание федерального обучения общественных экологов. Я вот первый прошел обучение, первым получил на нашей территории республики удостоверение общественного эколога-инспектора. На сегодняшний момент на территории города Якутска общественных экологов 47, что ли, или 49 уже человек. Да. Что вы делаете? Так, мы все сразу делаем. Прямой вопрос. Все делаем. То есть... Что вы делаете? Так, подождите, я забуду масло, подожди-ка. Сейчас ложечку масла. Что вы делаете? Там же это, ну как, опять же, это общественная нагрузка, да? Это общественная нагрузка, да. То есть это не назначаемые, это тебе не выбирали, ты захотел, встал. Это ты бесплатно смотришь на окружающий мир, да, ключевое слово. Да, и все, что тебя беспокоит, то вот ты и пытаешься исправить. То есть, что мы делаем? Есть понятие экологическое правонарушение. Что попадает под понятие экологическое правонарушение? Это все, что... Загрязняет? Да, среду, да, портит. Вот в 2018 году, да, 4 года, как мы экологами стали, вот буквально одно из первых наших было, это по окружному шоссе, началась отсыпка озера. Не просто озеро, а озеро, находящегося в федеральном реестре озер. Кто-то подумал, что это земельный участок, оформил на нем земельный участок на озере, начал отсыпать. Себе. Да, мы составили акты, то есть экологический инспектор общественный имеет право составить акт об обнаружении экологического правонарушения и направить его в Комитет охраны природы. По факту этого акта составляется протокол, административное расследование, привлекается, не привлекается и так далее. Вот я вчера ходил в МВД, и вчера мне сказали о том, что те лица, которые отсыпали это озеро, осуждены. Было вынесено решение, это не штраф, уголовное. Даже вот да, это? Да, очуметь. до 5 лет лишения свободы, только условно. Земельный участок аннулировали, сейчас этим людям предстоит восстановить границы озера. Еще и это? Да, то есть это не просто как бы там показывать здесь плохо, то есть вот результат уже действия. Уже доводить, да. То есть и то же самое, там, отсыпка, допустим, в прошлом году нерадивые какие-то, не знаю, овощи, фруктники или еще кто-то вывез на зеленый луг продукты перемороженные. Выкинул? Да, выкинули просто. То есть наши активисты увидели это, мы выехали, обнаружили, описали это, нашли по чекам, кому принадлежит, нашли правонарушителя. Потом правонарушители сами приехали, убрались, прибрались, чистота и порядок. Да? Слушай, а насколько, хорошо, тогда вот 4 года только занимаешься, да, ну вот на твой субъективный взгляд, может быть, даже не как эколога, да, а насколько Якутск у нас изменился по части экологии? Экологии, ну, для того, чтобы изменилось что-то глобальное, необходимо, чтобы каждый
Ага, сейчас ответственный момент. Ответственный момент. Первый ответственный момент и второй. У нас 15 минут между делом прошло уже за нашим разговором. Да, уже прошло. Необходимо, чтобы появилась экологическая сознательность. Мы по этому поводу постоянно проводим и со школьниками обучающие семинары, да, там рассказываем про что такое экология, как нужно беречь природу, куда нужно сдавать там батарейки, крышечки пластиковые и так далее, и так далее. С институтами мы постоянно проводим обучение, выезжаем в поля там, то есть, ну, опять же таки, просто по неспокойной душе, да, берем, договариваемся там в резерват, там, допустим, на Кинки мы поехали, взяли корма для животных, увезли, покормили там. Другие активисты наши взяли, поехали, Галаски, Улус тоже увезли зерна, сена, там, покормили, там, куда кто-то к бизонам съездил, покормил. То есть, начиная от того, что вот забота о природе нашей окружающей, то есть подкормка животных, до того, чтобы ты не сорил, не кидал из своего окна или да. На шашлыки съездил, да, ну хотя да, бы мусор свой да, бери. Да, вот, ну хотя бы вот начиная с этого, ты здесь нагадил, ты за собой убери, оставь, как было чистым. Вот с этого начинается. Когда появится вот эта вот сознательность массовая, именно экологическая, тогда у нас начнет что-то меняться. Что-то как привычка своя, да, чтобы, внутренняя. Да, то есть, ну, не тяжело же, ты привез с собой еду, да, там, опять же, про те же шашлыки, но ты назад же увези, какая проблема, да? Ну, да. Нет проблем. Так, у нас уже все мы готово? уже достали, да, с помощью нашего Семена. Жареха у нас уже из сковородки уже вышла. С духовки вторая классическая у нас уже вышла. Ну что, дело за малым, засервировать. Да. Потому что, говорят же, от еды, до того, как ты начнешь кушать, нужно еще и физическое удовольствие получить от красоты, да? Красиво разложить и все прочее. Ну, тем более в современном мире, если не сфотографировал, то не ел, да? Да, ну, как бы, считай, не съел, да, если не сфотографировал. Все делать надо красиво, все надо хорошо, Я думаю, потому мы что, можем выложить прямо вот так. как говорится, плохо оно само получится. Да. Хорошо, все-таки как общественник, да, мы живем все-таки здесь, в Якутии, в Якутске. Что тебе нравится в облике нашего города? Все. И что бы ты хотел поменять бы? Ну, то есть, не секрет, что город становится краше. Я живу здесь 30 лет уже практически. Да? В 92-м году я сюда приехал. Не, у нас идет прогрессивное строительство, конечно. У нас очень много строительства по сравнению с другими регионами. Я жил не здесь, я приехал сюда в гости, и потом, когда отсюда уехал назад, я жил в Хабаровске в то время. Хабаровск — однотипные постройки. Несмотря на то, что там центр города — это исторический центр, да, там... Да, старый город. Да, там постройки и предцарских времен, и там красивые постройки времени там сталинизма, да. Но Якутск меня чем поразил, потому что не было одинаковых домов. То есть центр города, везде, где бы я ни ездил, везде разные дома. Ну, архитектура. Архитектура, вообще разный город. Второе, в Якутске я приехал, зимой приехал, получилось то, что что-то так... Ой-ой-ой, так. Косячите? Косяк, ничего. Так. Получилось то, что первый раз зимой приехал под Новый год, такси что-то не было, я поехал на автобусе. Понятие туман, как бы, и вот для приезжего первый раз это дико, да, то есть я город не знаю, ехать куда не знаю, и старый Саха, еду, и дедушка такой: а ты, говорит, что, не местный, что ли? Я говорю: нет, не местный. А говорит: ты куда? Я говорю: да я вот туда-то, туда-то еду. Он говорит: ну пойдем, говорит, я тебя провожу. Я говорю: да не, говорю, не надо, зачем? И женщина какая-то, да, я, говорит, на следующей остановке выхожу, но, говорит, если я напрямки пойду, я говорю: да холодно, куда вы? Он говорит: да не, пойдем. Короче, меня вдвоем с автобуса взяли, под ручки провели, куда мне нужно, довели. То есть город Якутск, он не только разнообразен архитектурой, да, но настолько же разнообразен и насыщен людьми здесь. И когда говорить о том, что менять что-то в Якутске, да, там, это самобытный город, не надо ничего менять. Он развивается так, как он развивается. Единственное, чтобы все нацпроекты, которые сейчас развиваются на территории города Якутска, максимально прогрессивно развивались, да, чтобы наши руководящие должности, занимающие люди, да, и города, и республики максимально поддерживали, развивали предпринимательство, по нацпроектам работали. Все будет хорошо. Нужно просто лишь работать. Мы улучшаемся, мы каждый день становимся лучше, город становится каждый день краше. Судя по твоим рассказам, ты очень серьезный оптимист. Конечно. Да. Скорее склонен к этому, да? Не, а зачем смотреть? Мир и так
страшный. Все везде рисует в серых красках. У нас же какая новость? Это публичится только лишь негативное. Везде негатив. Зачем негатив плодить и множить? Необходимо плодить и размножать только оптимизм, потому что чем ярче вокруг тебя краски, тем ярче твоя жизнь. Ты сам раскрашиваешь свою жизнь. Это про пчел, да, и про мух, да. Пчела везде видит мед, где можно собрать, а муха, да, ну да, свою. Да, свою видит. Поэтому мы давайте лучше будем пчелами, которые будут везде мед. Трудолюбивыми. Ну да. А пчелы, они по определению трудолюбивыми. Не труднее. Да. Как говорится, работаю как пчелка. Да. Так, ну тем временем, ну посмотри, ну просто это... Это просто, да. Да, мне... Заглядение. Ну какова красота, да? Да, Хочется это спеть. какова красота. И какова, да, Семену хвала. В очередной раз Семен красавчик. Ну что, я предлагаю все-таки вооружиться вилками. Сколько уже можно? Да. Сколько можно терпеть? Сколько уже можно? Так. Да. Показать сначала немножко. Вилочка. Давай вот так вот, да, на камеру, чтобы... Опа. Нет, Все нормально. Да. Показать. Сделай, да, как наклонить? С вилкой. Ну, прям сок бежит. Сок чуть-чуть протекает, вытекает. Как и наши слюньки. Ну что, ребята, Давайте пробовать. Давайте мы будем надеяться, что это очень вкусно. Если это не вкусно, мы вида не покажем для начала, ладно? Не, я уверен, что это очень вкусно. Свежак? Вообще красота. Что, Семен, скажешь? Отлично. Твой вердикт. Рыба очень свежая. Чувствуется же, да? Тем самым. Это самое лучшее. Точнейшее, да? Вот это вот делаем, да? Давай. На камеру покажем, как она отделяется, да? То есть филеить это хорошо, но ее филеить нет необходимости, потому что она вот так вот У нас сама от всех косточек отходит сама во все стороны, куда хочешь. по себе. Да. Вот. И все косточки здесь остались. Ну, потому что если форель кто не готовил и в будущем будет готовить, возможно, даже и по нашему рецепту, она легко отходит. Но тем не менее, эфирное время у нас, к сожалению, не резиновое. Олег, все-таки в конце программы я хочу дать тебе немножко слов. Да, пожелания нашим телезрителям традиционное. Вот, на эту камеру, пожалуйста. Ну, у нас сегодня получилась, надеюсь, получилась передача из расчета простого приготовления рыбы. Очень простая, легкая, непринужденная. Наш взгляд на жизнь такой же, легкий. И каждому из вас я хочу пожелать смотреть на мир оптимистично, исключительно. Видеть в мире положительные краски. Потому что за нас и так испортят жизнь окружающему миру. Давайте радоваться, давайте наслаждаться. И чем проще продукты, чем проще приготовление, тем вкуснее получается. Точно так же и в жизни. Чем проще смотришь на жизнь, чем ярче живешь здесь и сейчас, тем легче жить. Всем спасибо, всем приятного аппетита. Наслаждайтесь жизнью. Итак, друзья, потихоньку мы эфир заканчиваем. Олег, спасибо тебе, что был сегодня нашим гостем. Семен, спасибо за то, что вот всю такую красоту сделал. А я Петр Цепандин. На этом потихоньку прощаемся. Будьте здоровы, друзья. Оптимизма и бодрого духа. А мы за кадр и продолжаем кушать. Да. Без стопа.